Пора-нора, Иван. О, тут много фамилий. Останки 5 бойцов за 4 дня раскопок удалось поднять благодаря совместным усилиям поисковиков из Нижнего Новгорода и Ингушетии. Личность двоих удалось установить сразу же. Это Михаил Михайлович Пышкин из подмосковного города Коломна и Георгий Иванович Колено из Северной Осетии. Мы обнаружили первого бойца Пышкина Михаила по его личной вещи, опаски. На момент гибели ему было 26 лет. Как мы определили, он с Подмосковья, с города Коломны. Так, вот этих двух бойцов в одной ячейке мы нашли. Они лежали один лицом вниз, один рядом с ним, ну, в обминку считается. Мы их разделили. У одного бойца был нож перочинный. Есть инициалы. На этом ноже есть инициалы, они трудно читаются, мы его не смогли определить, кто он, но над этим работают наши ребята. У второго бойца в руках, можно сказать, в руках лежал котелок, Колено Жора. Он был призван из Северной Осетии. На момент гибели ему исполнилось только 17 лет. А как вы это определили? Есть база данных, когда призывался. С родственниками сержанта Михаила Пышкина удалось связаться на следующий день. Как оказалось, дочь бойца Лидия Михайловна вот уже десятки лет ждет вести об отце на родине. На войну он ушел, когда ей было всего 1,5 года. И каково же было ее удивление, когда в момент полного отчаяния в доме раздался звонок торжества справедливости, как отмечает сама Лидия. Ребята, мы из Ингушетии, что дай им Бог здоровья и счастья. Больше у меня ничего нет, кроме сердца, которое я бы вот им отдала бы. Я так благодарна Ингушетии, что они нашли, вспомнили. Я же его теперь могу захоронить, положить к своей маме. Я на могилу буду ездить к ним уже. Моя мама, она его всю жизнь ждала. Она его всю жизнь любила. Я знаю, что он был очень веселый и любил петь, очень такой рукодельный, все умел делать. Ну, парень погиб на 26-м году жизни. Лидия Михайловна, известная поэтесса в Коломне, любимому отцу и подвигу народа, вов она посвятила не одно стихотворение. В ее строках также тоска и ожидание матери, которая вместе с дочерью до последнего ждала весточки, чтобы похоронить его на родной земле. Потемнело медное кольцо, золотых-то не было тогда. Только сердце помнит все словечки, что сказал ушедший навсегда. Вышли замуж многие вторично, кто же осудит? Ведь война прошла, и живут налаженно, привычно, а она вот выйти не смогла. Все ждала, стояла как рябина, вечерами, выйдя за порог, может быть, вернется он, любимый, с тех военных проклятых дорог. И привыкла долгими годами видеть в рамке милое лицо. Только сердце давней болью давит, да темнеет медное кольцо. День Победы соберутся вдовы, вспомнят, спляшут, исплакнут чуток, и она наденет вечно новый, к свадьбе им подаренный платок. Информацию о родственниках второго красноармейца поисковики все еще ищут. Данные переданы коллегам из поискового движения Северная Осетия. Война не закончена, пока не захоронен последний солдат. Эти слова фельдмаршала Суворова актуальны до сих пор. И чтобы вернуть память о солдатах и офицерах, воевавших на всех фронтах ВОВ и в разные годы, дать возможность родственникам узнать, как погибли их близкие, какими героями они были. Участники проекта «Полевой лагерь» поисковых отрядов СКФО ведут свою работу. В рамках этого проекта к нам в республику приезжают поисковики Северного Кавказа и поисковики Республики Ингушетии и реализовывают эту программу непосредственно на местах боев. Это Терский хребет, где проходили боевые действия. Помимо поискового отряда СКФО к нам приезжают и поисковики с города Москвы, Подмосковья и постоянные, как бы уже наши традиционные друзья
Традиционно к нам приезжают поисковики из города Нижний Новгород. В этом нелегком деле не обойтись без трудолюбия и терпения. Всю зиму ребята вели подготовку, изучали туристическое оборудование, правила разведения костров, учились устанавливать палатки и заполнять поисковую документацию. Каждая находка – победа. Но найти останки солдата – победа вдвойне. В этом году, как и за последние несколько, раскопки в Ингушетии ведутся поисковыми отрядами «Малгобек» и «Курган» из Нижнего Новгорода. Хотя, если честно, для меня, вот, например, как для поисковика, для историка, было открытием, в принципе, я с этим пришел в Смоленский музей, что первым в Смоленск в 1943 году вошел ингуш. То есть для меня это было открытием. А оказывается, уроженцы Ингушетии там первыми входили в города, в несколько. Первый вошел в Потсдам призывник с Ингушетии, первый пересек Одер боец, сержант, уроженец Малгобека. Вот такие, русский парень. Вот такие вот интересные просто находки, которые для себя, для людей открывают по-новому войну. Свою работу пару дней назад поисковики начали на Терском хребте на подступах к Старому Малгобеку. До того, как начать раскопки, ребята тщательно изучили здешние места. Постепенно стали выкупать из американских архивов аэрофотосъемки, которые в те годы делали в Малгобеке немецкие разведчики. А список волонтеров-поисковиков пополняется с каждым годом. Недавно к ребятам присоединился и Сергей Петров. В этом году мне предложили проехать в Малгобек, поучаствовать в экспедиции. Я с удовольствием согласился, потому что на данной земле, как мне известно, погибли наши земляки, навашинцы. Один из них – это Камнев Сергей Александрович. Он кадровый офицер, летчик. Он погиб в сентябре 1942 года во время боевой операции. Пропал без вести, считается, в районе Нижний Курб. Это недалеко отсюда. Вот. Мне это интересно, я предложил, поисковая работа, я увлекаюсь. Поисковый отряд Малгобека ведет и исследовательскую работу, чтобы, наконец, строчка «пропал без вести» напротив многих имен была зачеркнута. За 5 лет работы участники отряда восстановили имена 500 бойцов. Пулеметные ленты, гранаты, пули, гильзы, бронебойные, противотанковые снаряды. В музее поискового отряда «Память поколений» собранные военные орудия советских и немецких солдат. Многие из них найдены вместе с останками бойцов. К ним сегодня прибавились и такие пуговицы, монеты и гильзы. Работу поисковиков невозможно оценить и измерить. Только в прошлом году ребята нашли останки еще одного солдата, Тимофея Перкова. Тогда 5 поисковых отрядов со всей России проводили полевые работы на Терском хребте. Солдата перезахоронили на родовом кладбище в Чувашии. Найденным останкам красноармейцев, павших смертью храбрых, также организуют торжественные проводы. Поисковые работы будут продолжаться до осени, а значит, скоро кто-то еще сможет узнать о судьбе родного человека, не вернувшегося с войны. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.